Я, короче, поехала, друзья, на фитнес, да. Я раньше по утрам ходила, сейчас ходят по утрам мои соседки. У них нету беговой дорожки, как у меня. Вот эти люди без беговой дорожки. Мы просто наслаждаемся воздухом, природой, солнцем, атмосферой. Это все неправда. Ты просто завидуешь. Че, сколько прошли? Не знаю, еще не смотрела. Потом скажу. Мы просто гуляем, да. Да-да-да. Привет, Гульнас. Там просто делать нечего. Делать нечего. Многодетной мамаши делать нечего. Айда со мной на фитнес ездить, девочки. Обязательно. Так осень. На бензине будем экономить, все трое будем ездить. Скидываться на бензин будем, как мужики ездят же на работу. Как осень настанет сразу. Аня, сразу скажи, пусть нас запишет там на А что сейчас? Сейчас надо наслаждаться. Я Пока не холодно, пока тепло. Какой огород? Гульнас, ты же моя соседка, давай вместе. Нет, летом пока нет, по осени. Ладно, давай. Пока. О, видали? Спортсменки. Все мои соседки спортсменки, молодцы. Это, между прочим, я им пример подала. Прикиньте, я вот тут вот, знаете, вверх-вниз ходила каждый день. Я уже ходить начала когда? 2 года назад. Вообще 10 лет назад начала ходить. Добро, конечно, 5 лет назад. А нет, 2 года назад. Аня, что с твоей машиной? А там у тебя что-то отвалилось? Кишки какие-то отвалились. У Ани, блин, кишки отвалились. Смотрите, что это такое? Что это такое? Защита. А? Защита. В смысле, защита отвалилась? Пластмасска, да, специальная. И сама оторвать ее не смогла. Мне надо заехать на подъемник и наладить ее. У меня большой кусок в багажнике лежит защита. Еще отвалилась? Да. Ты что, стукнула, что ли? Стукнула? Нет, маме вся приехала, а там низко. Ты едешь, за тобой такой звук. Ой, блин. Час спать легла. 4 часа спала. Я не завтракала. Я, короче, нам творожок. Я только не знаю, не просроченный или... До августа, короче, можно жрать. Я себе, знаешь, что сделала? Тут у меня кефир с этим, с семенами чиа. Я прочитала, что он помогает этому пищеварению. Семена чиа продаются на Wildberries, друзья. У кого с пищеварением проблемы, можете их заказать. Также есть 5. Только я вот не знаю, я сама протестирую, попробую. Как только я начну нормально какать, я вам обязательно дам об этом знать. Обязательно. Сразу же это будет новость дня. То, что я наконец-то начала без таблеток, без помощи всяких вспомогательных средств ходить в туалет. Мы самые первые приехали в фитнес-клуб. Выходит администратор, я подъехала, сижу в машине, выходит администратор и говорит: заходите. Я говорю: нет, я не хочу заходить. Что это вы? Заходите. Какая вы очень красивая, какой у вас красивый корсет. Да, вот он на Wildberries продается же, да? Я тоже хотела такой, потом смотрю, у меня груди прям наружу, у меня же здесь щель такая огромная. Подложите вот сюда вот носочки. Раз, да, два. Всё, издеваются. Ну, готово. конечно, груди сами сделали себе, и сейчас издеваются. Это же их не свои у них груди, девочки. У них сделанные груди, между прочим. Прикиньте, вот говорят, у людей денег нет. Вот как вот ты же врешь, Ань, что у тебя денег нет, да? Груди сделала себе. Это было 3 года назад. Ну и что? И пластику живота сделала, абдоминопластику. Прикиньте, друзья. А потом говорит, и вот денег нету. Ага. Деньги водятся. Да, в тихом омуте деньги водятся. Вот так и хотят, чтобы я занималась. Вот даже мне ключи уже приготовили. Да, вот, возьмите. Я говорю: не хочу я заниматься, не хочу. О, боже. Заходите, говорит. Нет, я не хочу заходить. Свои, говорит, груди, ага. Блин. Ничего у них не свое, блин. Спорт типа помогает. Не качали они груди и попу. Живот у них плоский. Не верьте вы им. Вот не верьте. Фитнес-тренера даже абдоминопластику делают. Знайте об этом, знайте. Если вы видите красивых, накачанных фитнес-тренеров, не думайте, что они сами такие. Извините. У них все сделанное. Всех сдала. Я говорю, видите, если видите красивых фигуристых фитнес-тренеров, знайте, они после пластики. Сначала будем завтракать, друзья, с творожком.
Хорошо. Потом еще кофе попьем. Вообще красота. Потом всех обсудим, кто ходит в фитнес-клуб. Всем кости перемоем. Да, всем косточки перемоем. Кто насколько похудел, кто не смог похудеть, кто на терзете сидит, а кто сам худеет. Вот всех их обсудим, а потом начнем тренировку. Минут 20 позанимаемся и пойдем домой. Неправда. Минут 40 будем сначала сплетничать и кушать, и пить кофе. Вот и вся тренировка. Тут администратор говорит Ане: вот, вы, говорит, постоянно не выспавшиеся. Почему? А я знаю почему. Аня же как там, молодожен. Поэтому она и не высыпается. У нее же конфетно-букетный период, медовый месяц. Да, Аня? Да. Поэтому вечно не выспавшаяся. Конечно. Она приходит, такие страсти рассказывает. Она говорит: мы всю ночь. Что они там делали, я не знаю. Всю ночь просто говорят. Жопу подтянула. Жопы нет, подтягивать. Давай, метод. Без глупостей метод. Плюс ты еще трицепс должна чувствовать. Трицепс это где? Трицепс это вот здесь, трехглавая мышца плеча. Приходят каждый раз новые девочки и говорят: блин, у меня какие слабые руки. У всех девчонок слабый верх, в основном. Ох, сейчас швы разойдутся на лице. От напряжения. Упражнения для развития мышц спины. Без красивой спины не будет красивой шубы. Не было такого. Тяга гантелей к поясу также на развитие мышц спины. Вот так? Так, растягиваешь. Вот так. И лопатку, да, лопатку тянешь к центру, да, огонь. Без тренера вот многие занимаются, да. Вот как вот это упражнение запомнишь? И как правильно его будешь делать? Я каждый раз его по-разному делаю. Вот если тебя не было, да, Ага. я бы правильно не делала бы. Ну хорошо, что я есть, чтобы тебя откорректировать. Нет, ну правда. Вот Вдох. я постоянно его неправильно же делаю. Для этого и нужен персональный тренер. Записывайся на тренировки. Ань, во время тренировки-то можно кушать, нет? Если очень хочется, то можно. Не, меня не Кто мы вырвет. такие, чтобы отказывать себе в этом? Не вырвет? Ну нет, от всяких гантелей к поясу нельзя не вырвет. Я, конечно, не знаю, здесь правда творог есть или нет. Деревенский творог все равно тяжело идет. Конечно, он жирный. Ой, капец, он тяжелый. Мне от пирожков не тяжело. Нет, так хорошо от пирожков. Да, с капустой. Легкость такая прямо. Да. Я в день вот таких йогуртов 5-6 могу съесть. Ты что? Это плохо, да? Не знаю. Нормально тебе? Смотрите, сколько машин, друзья. Это все едут на работу с Иглинского и Нуримановского района. Все. Прикиньте, я же вам говорила, что в Иглинском районе, кто живет, все работают в Уфе. Почти 80% населения работает в Уфе. Потому что Иглинский район очень рядом расположен с городом Уфа. Я предложение правильно не умею строить, друзья. Маван мне. И не только Иглинский, но и Нуримановский район также ездит в город Уфу на работу. На заводах работают. Представляете, друзья? Ну, Уфа очень рядом для них. Уфа же рядом. Им очень повезло. Это так же, как Абзелиловский район находится рядом с Магнитогорским. И население Абзелиловского района все тоже ездят в город Магнитогорск на работу, друзья. Это, конечно, очень хорошо для процветания района, если город рядом. А чем дальше город, тем, конечно, сложнее людям жить хорошо в районах, в деревнях. Но тот, кто трудолюбивый, не лентяй, они и в деревне очень хорошо живут. Скотоводством занимаются, вот как вот в Зелиловском районе все же у нас почти скотоводством занимаются. Огород сажают, очень даже хорошо живут. Своим детям квартиры покупают в Уфе в ипотеку. Очень такой трудолюбивый народ живет вот в Зелиловском районе. Ну и в Нуриманском районе тоже. Да, везде, конечно, живут трудолюбивые люди. Итак, дорогие друзья, мы сегодня будем готовить вместе с Альбертом его любимые манты. Блин, я не... Со мной? В смысле, а что? Нет, я думал, ты одна будешь готовить. Ай, трошка. Я сейчас манты вообще не люблю, мне. Ай, блин, ливердан мı? Меня тяжело. Алдай mı? Думаю, как манты вообще мне не знаю. Ну, не знаю, от ливера, конечно, не знаю. Манты из ливера, достав во многих районах Республики Башкортостан.
манты из ливера не готовят, друзья. Впервые манты из ливера я попробовала в Нуриванском районе у своей свекрови. Я когда пришла к ним в гости, да, и кайнамайтайнды, будешь манты из эсектен? Я такой говорю, фу, нет, эсектен, манты что я не показала, что мне противно есть манты из эсека. Ну ладно, черт попробую, скажу, что спасибо. Типа, и ладно, да, попробовала, и представляете, каково же мое было удивление, когда я поняла, что это офигительно вкусные манты. Самые вкусные манты, которые я пробовала в своей жизни. И это были манты из эсека, из ливера, то есть из внутренности коровы. И вот просто так противно звучит, из внутренности коровы. Это ужасно просто. Будет рецепт мантов из эсека. Итак, друзья, смотрите, вот фарш для мантов приготовили. Здесь, короче, ливер, потом мелко нашинкованная картошка, соль, перец. И все. Больше ничего не добавляем. Вот какое у меня тесто, желтенькое-прижелтенькое. Это потому что все я сделала. Смотрите, какое у меня тесто, желтенькое-прижелтенькое. Это все из-за того, что здесь присутствуют абзелевские кукейки. Абзелевские кукейки самые вкусные, самые желтые. Можешь попробовать? Ну, пахнет, поэтому шулай. Что вам было на второчке. Терзака, что там, блин, ашо веймана, спиртной гая, не, ребятки, ну, почему тут яра-май? Гайгана найти? Что-то не то делает. А я что-то не то делаю. Все обычно, друзья. Просто видите, вот смотрите, такой вот фарш получился. Тут как обычно. Просто вместо фарша у нас идет ливер и картошка. Потом идет лук, этот пропущенный через блендер. И все. Точно такой же фарш, как обычный. Еще раз повторюсь. Просто тут идет ливерный фарш. Фарш из эсеков. Сейчас рецепт мантов вам расскажет профессионал в этом деле. Человек, который всю жизнь ел манты из ливера. Альберт. Давайте, товарищ Альберт, расскажите. Что там? Ливер да картошка, больше ничего нету? Угу. И как делаем? Давайте, покажите лайфхак. Блин, я не умею делать. Алтахсы. Как я вот почему так? Вот, давай как так. Вот, молодец. Вот. Защипляем края таким конвертиком. Конвертиком. Да. Вот так. Вот так, Тима. Вот так вообще ты неправильно делаешь манты. А как правильно? Ну, давай Вот учи. они вот так должны быть. Вот так. Как? Вот они. Как? Четырехугольные, вот так. Ну, давай так Манты. будем. А у тебя вот так какие-то некрасивые. Какие? Ну, у меня вот такие. Ну, давай квадратиками будем Вот делать. так красивее. Ну ладно, давай Вот так, так будем. видишь. Умеет он всего делать, моя чернышка. Ничего. Kapkara uyanırken bu. Ne umuydu ama ama koyma tırmanaydı bir şey kuralım. Barmakları gelişip тұрайды, evet. Пухляшки такие. Пухленькие. Алсалабу. Ничего алсалабу. Потому что она куп салынған. Купалман. Роллы, пицца, шаурма, миңа кирәкми, дөньядан яраткан ризык ул манты. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Полюбил их я, полюби теперь ты. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Выбирай, Сымон, что сегодня съешь ты. Мин кайтам авылга, әби мине каршылый. Өстәлдә эш пешмак, күбәдия кысты бый. Тыкмаш һәм бәлеш, мин барысын да ашыйм. Смотрите, какие красивенькие мантышки получились, друзья. Альберт хәзер аджикамның ашай. Ашамайым тигән кеше. Мин манты ашамайым тигәне. Нимә ашарга ултырдың? Давай ашамай. Давай ашамайым, ашайын да аша. Из ливера, достар. Это просто бомба, достар. Знаете, фаршынан қарағанда өте ливер маманты нық тәмле болады. Қарағанда начинка. Жирный-прижирный, нежный-принежный. Это қамырын қарағанда енді нәздік кіне. Матур ғана, хап-қара ғана, эластичный ғана. Офигеть вкусно. Вот, Альберт. Там нема? Там. Ой, не хотя, как будто меня не крестоваш отдамай. Я там иди утром, не сидит много. Темно. Мне уже некоторые подписчики начали писать, типа, вот, почему Аделине ремонт не делаете? Азалии сделали в квартире ремонт, а Аделине не делаете. Почему вы детей делите? А бедная Аделина ходит, сдает свое золото, чтобы сделать ремонт в квартире. Я не знаю, я не видела эти сторисы, где Аделина ходит, сдает золото. Не знаю, правда это или нет. Что-то даже не созванивалась, еще не спрашивала, правда это или нет. Прямо все запомнили эти сторисы про то, что Аделина сдает золото. Наверное, правда, я думаю.
Ну вот что хочу сказать, друзья. Делать Аделине ремонт в квартире я не буду. Не буду. У нее есть родители. Она не сирота. У нее есть и мама, и папа. Плюс у нее отчим есть. Очень богатый мужчина. На заметку. Владеет сетью как там, фитнес-клубов. Имейте это в виду. И когда мы Аделине квартиру купили, я еще специально сказала, мы купили Аделине квартиру. Я еще маме ей позвонила ее и сказала, а ремонт, говорю, Регина, с тебя. Она сказала, ладно, конечно, мы поможем. Ну так вот, мы разделили обязанности, друзья. Мы купили квартиру, а ремонт уже со второй половины ее родителей. Пожалуйста, больше мне не пишите, почему не делаете ремонт Аделине. Не хочу и не буду. Еще раз повторюсь, у нее есть родители. Пускай делают. А сейчас это... Очень актуально. Как только Альберт привез в Витинде свою машину, вот этот вот карнивал, который вот этот гибрид-то, который заправляется бензином и который сам еще заряжается электричеством. А сейчас это очень актуально, потому что увидит, что сейчас проблема бензина, очередь заправка, да, вот так. И вот прикиньте, как только вот эти очереди на заправках появились, так сразу же миллион вопросов начали Альберту задавать. Блин, тоже хотим такую машину, которая сам заряжается, которая гибрид. Тугандар хорошалар, дустар хорошалар. И все хотят вот такую машину. И ну еще она же хороша тем, что не только вот гибрид, но и тем, что семиместка. Вообще очень людям нравится вот эта машина. И многие расспрашивали. И я вот как раз-таки приехала в автокартель. Родственники попросили меня узнать, сколько будет стоить вообще пригнать вот такую машину, как у Альберта. Вообще можно мне пригонять, тем более бензин, проблема. А вот и как раз Назар, мой друг. Мне вообще нравится Назар. Он меня так хорошо всегда консультирует по машинам. Назар, я же к тебе. Здравствуйте. Привет, Добро пожаловать к нам. Илья Муромец, ты наш. Ты знаешь, что девочкам нравится? Как я тебя только снимаю, мне девочки молодые активируются. А он женатый нет? Сколько лет? Не надо меня смущать. Так что, давай говори-ка, ты женатый? Женатый. Блин. Колечко есть. Дети есть? Детей пока нет. А. Но я молодой, мне 28 лет еще нет. Вот, девочки очень любят его. Мне сразу начинают писать, ой, а что за Илья Муромец такой? Я говорю, все, он женат. В прошлый раз еще спрашивали девочки. Так что все, разговор закончен. Не надо, он женатый мужчина. У нас, короче, родственники просят машину, как у Альберта, и спрашивают, за сколько можно пригнать, сколько стоит. Прямо точно, как у Альберта надо. Ага, Kia Carnival, да? Да, 25-го года. Ага. Гибридный, да? Максимально актуальный вопрос гибридов и электричек в данный момент, да. Спрос именно на гибридные автомобили или электрички сейчас прям подлетел. Бывают и полностью электрические автомобили, которые ездят полностью на электричестве, то есть заряжаются от розетки, как iPhone наш или как ноутбук. Либо же есть гибридные автомобили, там тоже разных типов, последовательный, параллельный гибрид. Вообще в целом гибрид это что такое? То есть автомобиль имеет и двигатель внутреннего сгорания, и установку гибридную, получается, когда автомобиль едет на электротяге. И за счет этого как раз-таки экономия топлива происходит. Альберт не просто так. Он же, я же говорю, он Ванга, Альберт, между прочим. Он уже давно эту ситуацию предсказывал. И не просто так он такую машину себе пригнал-то. Он же вообще очень у меня дальновидный. Можем смело рассмотреть дизельный Carnival последнего поколения. В смысле, дизель свободно продают, что ли? Конечно. А что, дизельный Карнивал тоже есть? Проблем нет. Дизельный Carnival бывает. И дизельный Carnival считается прям Да? эталон надежности, да. Можем рассмотреть вообще там с пробегом 10 тысяч километров. 9 даже местных. 9-местный? Даже 9. 9-местный бывает, что ли? Да, Carnival. 11 местных. Офигеть! Это 9-местный? 9 местных, 9 тысяч пробег, конец 24 года. По деньгам такая машина выходит до 5 миллионов. Надежный, экономичный. Это максимальная комплектация, которая оснащается всем, что возможно. Для семьи, Дустар, вот самое то. Вообще, вот сколько раз я замечаю, да, вот у кого много детей, больше 3, они все вот закупаются карнивалами, потому что действительно, вот Альберт же тоже хвалит эту машину, он прям балдеет от нее. Вы видели, как раскладывается вообще? Вот так полностью раскладывается, и я сплю. Оно же еще массаж делает. Офигительная бомбическая машина. Вот эта машина приехала с Китая и ждет своего владельца. Это Audi, да? Это Audi A3, да, это, мне кажется, бестселлер своего класса на данный момент. Это 22-23 год с пробегом до 50 тысяч километров можно провести за 2300. 2300? Да, от 2300, как бы 2300, 2400 в этом диапазоне, все зависит от пробега.
Вот, но вы, как видите, то есть у нас Лады Весты продаются там 2-100, Да. да? Новые. Тут, тут Ауди. немецкая Немецкий Audi, автомобиль. прикиньте, немецкое качество. В автокартеле, да, очень большой выбор уже в наличии автомобиля. Вот сейчас, допустим, вот это оказывается очень популярная модель. Это Mazda CX-5 у нас. Этот тоже автомобиль, кстати, приехал с Китая, ждет выдачи, ждет своего владельца. Почему ее много заказывают популярную? Потому что, опять же, сравнение с Лада Веста. Лада Веста 2.100 новая. Здесь японский автомобиль, Mazda CX-5, кроссовер. Привозится он от 2,5. Это новый автомобиль 25 года без пробега. То есть я забыл себе. сказать, да? Офигеть! И новый автомобиль, сколько стоит еще? От 2,5. То есть, если здесь у нас комплектация побогаче, это максималка. Если мы рассмотрим комплектацию попроще, то за 2,5 миллиона мы сможем привезти такой автомобиль. О, Хазар, лучше новые, блин, взять, чем Лада Вестала, Юрга, я так думаю, блин. 2,5, блин. Разными Эперьяна, Матур, Кэп-Хэвел. Итак, Дултар, я выпросила грандиозную для вас скидку. Ни один автосалон Республики Башкортостан не предоставляет такие скидки, которые предоставил автокартель специально для подписчиков башкирской домохозяйки. Короче, кто приобретет автомобиль именно в этом автосалоне Автокартель, тому скидка 25 тысяч рублей. Прикиньте, 25 тысяч рублей. Еще ни один автосалон такого не делает. Так что используйте мой промокод «Башкирская домохозяйка». Приходите в автосалон и говорите: я от башкирской домохозяйки. И прикиньте, сразу автоматически получаете скидку 25 тысяч рублей. Кстати, скидка действует сколько? До конца лета давайте продлим эту акцию. Вам скидка 25 тысяч рублей. Как на заказ автомобиля, как на автомобиль из наличия обеспечим. Все, вас ждет тут так. Вот сейчас родственники хотят купить вот этот вот гибрид Kia. Именно 7-местный, ну вот это то, что я не знала, что 9-местный есть и 11-местный, да? Это вообще как авто. Во сколько обойдется вот этот 7-местный, 9-местный и 11-местный? В целом, если мы сейчас показывали на 2.2 дизель моторе, если мы рассматриваем 1.6 гибрид, то по цене до 5 миллионов мы точно уложимся, привезем Kia Carnival, 1.6 гибрид, как 7 мест, так 9 мест, так 11 мест. Там просто нужно искать варианты по цене. Огромной разницы нет, там может около 100 тысяч рублей между 7 и 9 местными, да. Нифига себе. Почему так? Получается 9-местный, 11-местный и всего лишь 100 тысяч. Ну, как бы это же, если 7 мест в автомобиле, то зато эти 7 мест, они комфортные. Если 9 мест, машина же больше не становится по факту. Если 9 мест, то как бы эти места, да, они есть, но они поменьше. По срокам, если это до Владивостока, из Владивостока вы сами забираете там порядка 3 недель. Если мы привозим с Владивостока логистикой до Уфы, это получается чуть дороже, но зато как бы вам лететь самим не надо, тратить деньги на тот же самый бензин, да, условно. Да, тем более, я считаю, сейчас не актуально самому пригонять так, потому что проблемы с бензином. Можете где-нибудь встать там возле Байкала, там, да, и будете там неделю ночевать. Бензина нету, все, и машину пригнать не сможете. А у автокартеля все схвачено. Спокойно привезут, и не будет никаких проблем. Там есть бензин, нету, там застрял, не застрял. Машина приедет прямо в Уфы, мы ее здесь примем, пригоним к нам в шоурум, намоем, начистим, подготовим к выдаче, поставим бантик, если нужно, накроем полотном, как прям в огромных автосалонах, как Rolls-Royce выдают, также все сделаем для вас в лучшем виде. Вот любую тачку, действительно любую тачку можно. Которые есть на рынке Китая, Кореи, мы можем пригнать спокойно. Надо делать запрос. Просто, например, какие-то автомобили, которые у нас здесь есть, официальные дилеры, китайцы, невыгодно может быть гнать. А может быть, некоторые там выгодно гнать. Допустим, ну, пример просто скажу, там, ГАК-7 Триумф, если мы пригоняем по параллельному импорту, он уходит там, на 1,5 миллиона дешевле, то есть того, что здесь официального дилера продается. Но некоторые машины как бы, выгоднее купить у официального дилера. А если говорить именно про иномарки, которых нету в России официального дилерства, ну, такие как Audi, Mercedes, BMW, Kia, Toyota, Lexus, и вот все, что у нас очень сильно любят, конечно, все выгодно пригнать либо с Китая, либо с Кореи. Альберт в тот раз тоже много разговоров было про то, что сколько он сэкономил. Он сэкономил 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей, но сейчас, вот да, я думаю, опасно самому гнать. Тем более бензин в очереди же.
Да, да. Ну, если логистика с Владивостока до Уфы стоит порядка 200 тысяч рублей на фуре, то своим ходом вы потратите деньги на билеты, на проживание, на еду, на топливо, и как бы это выйдет порядка 100 тысяч рублей. Вот. Ну, как бы решать, конечно, вам, но мы посоветовали все-таки автомобиль вести безопасно на фуре и здесь уже получать. Да, еще не знаешь, что в дороге может случиться. То, что мы вот купили квартиру, многие там тоже писали, типа, что вы говорите, я да я. Имею право так говорить, друзья. Чтобы эту квартиру купить детям, я действительно пахала как лошадь. И полное имею право сказать я. Я копила деньги из своих личных заработанных денег. Поэтому, друзья, пожалуйста, больше такие слова не пишите, почему не делаете. Не буду делать. Я все сказала. А почему Азалии такой ремонт? Да потому что я ее мама. И я могу своей дочери сделать ремонт. Такой, какой я хочу. Я думаю, я и так многое сделала для Азалии. И каждая мачеха сделает то, что сделала я. Вот, балларды айырмағыз. Бір балаға ремонт істегенеге, екіншісіне істемегенеге. Айырамшы, Азалия менің балам. А то, что я сделала для Аделины, еще не каждая мачеха такое сделает. И то, что я говорю, что я купила квартиру, имею полное право так говорить. Потому что я лично из своих накопленных денег, из своих заработанных денег купила девочкам квартиру. Девочкам. Да потому не буду делать, что ли, ремонт. Не буду делать. Они сделали, а я не сделали. Да, вот не сделала и не буду, и не собираюсь делать. У меня совесть чиста. Очень даже. Аллаш. Из-за того, что вот, кстати, совесть моя меня грызла, покоя мне не давала. Поэтому Аделине мы квартиру и купили. Потому что моя совесть очень хорошо работает. Она мне покоя не дает. Вот если что-то мне закрадется в душу, да, оно прямо, знаете, вот грызет меня, грызет. Пока я это не сделаю, я не могу успокоиться. Так что не надо меня стыдить или еще что-то. У меня совесть, Аллах шукр, очень хорошо работает. Помните, мы снимали рилс с Осликом Салаватом. И там мы определили победителей, которые написали самые интересные комментарии. Дарю поездку на Ишаке. 3 штуки. Выложила победителей с самыми интересными комментариями, да. И никто из них мне не написал. Обычно я пишу за призом, за подарком, напишите мне в директ. И представьте, никто не написал. Вот сейчас придется мне самим им написать. Вот выиграли же у нас самые интересные комментарии. Вот этот. Я против таких рилсов. Ослика жалко. Репост сделаю. Может, зоозащитники увидят и изымут его, как медведицу Машу. Они думают, что я этот, что ли, блин, какой-то живодер, что ли. Осликта вообще 5 секунд отырдық енді. Хапгуз деген қатынға айтқан енді. Сейчас я им сама буду писать, потому что она выиграла поездку на ослике. Доктор, помните, я обещала бесплатную поездку на ослике. С девочками даже договорилась, я говорю, я сама оплачу эти поездки, говорю, если обратятся к вам, говорю, покатайте на осликах. Победите. Это звучит, конечно, очень смешно. Ну, правда, БТС же катает на осликах. Вот на пони катает, на осликах. Это правда, между прочим. Они вон горсоветта катают, Салачулаев пятачуганда катать-телер. И вот именно вот эти и выиграли. Вот эта женщина. Сейчас надо ей написать. Она на меня подписана, прикинь. Возле поезда фотографии. Она Камелянов. Проводница. Гузель, здравствуйте. Это башкирская домохозяйка. Вы почему не обратились за своим призом? Вы же выиграли этот приз. Поездку на ослике. И не отозвались. Я вас выложила как победителя, как и обещала. Так вот, поздравляю я вас. Как будем делать? Может, кому-нибудь передарите поездку на ослике? Я смотрю, а то вы на поездах больше катаетесь. Потом у нас второй победитель тоже не отозвался, друзья. Алинка. Своего Альберта оседлайте и алга! Я каждую ночь его оседлать-то беру им, достар. Так что не переживайте. Она даже 2 комментария написала. Отписываюсь. Меняйте свою жизнь. Рилсы не ваши. То в пятерке или в монетке позоритесь, то издеваетесь со слом. Вот издеваетесь со слом, Тианцы? Как это я вместе со слом издеваюсь, что ли? Похудели, привели себя в порядок, а женственности 0. Представляете мы? У меня, оказывается, женственности 0. Но я об этом подозревала, друзья, что у меня женственности 0. С детства у меня женственность была 0. Прикиньте? И вот она меня раскусила. Я знала об этом, знала, но никому не говорила.
Ну вот единственный человек, Алинка, меня раскусила, что у меня женственности 0. Эй, что хотела сказать? Зачем вы меня всегда предупреждаете, что отписываетесь? Не надо предупреждать. Без предупреждения можете отписываться. Ладно? Туталарды меня не телерсе, мекелю предупреждать телер. Имея керек у меня. Так, Алина, даже сообщение алған, прикиньте. Можно его ссылку в инсте тегенсе. Анау егітті қарап алған. Альберттің тегі досы, который трусигін штативқа іліп ұйықтауытайын лағын пахмелді. Ана тегіне көрді. Можно его... Что за красавчик? Не знаю, вот. Так Что я за... ран. А еще что за красавчик тиган. Потом можно его ссылку в инсте тиган. А потом уже в конце ослепман издевательство делать. Ладно, сейчас напишем. Алинка, здравствуйте. Вы почему за своим призом не обращаетесь? Вы же выиграли поездку на ослике. Помните, я обещала, что за самые интересные и креативные комментарии буду дарить подарок. Поездку на ослике. Девочки, которые организовывают такие поездки, они ждут. Поэтому мне надо знать, когда вы сможете покататься на ослике. И еще у нас один победитель. Сабыр какой-то. Қызық түгел. Ишәкнегіне қызғаныш. Miskin hayvan. Так. Хайван это типа вы? Да, я да. Для меня, знаете, кем только не обзывали. Для меня хайван это уже нормально, между прочим. Потому что я столько плохих слов в день слышу. Миллион. Даже вот в тот раз, помните, мама вот такая говорит мне. Вот, я больше не буду давать на это инде советы людям, потому что мен ауылға қатқан, мне пару человек сказали это инде. И мама у меня расстроилась, представляете? И она говорит, я больше ничего не хочу говорить. Я говорю, мам, ты такая слабая, оказывается, женщина. Я говорю, тебе, пару человек всего лишь сказали, что ты без конца даешь советы. Но она действительно любит давать советы. Он на самом деле надоедать любит его советтермен. А сын, ой, капец, ярата совет берега, я ховай. Это, короче, гуру по советчикам. Главный хейтер своей мамы. А еще, сындапта. Нормальные советы, у нее отдельные советы. Между прочим, бір тапқыр тыңдарға болайын, господи. Мен ақ тыңдап қарағым. Мен заслуженный тыңдаушы советов своей мамы, между прочим. Мне можно уже вредность платить. За то, что я слушаю столько советов в день. А говорит, бунда, пару советов от моей мамы услышали, и уже вам не нравится, не баштары. Попробуйте, говорит, мне гумор совет тартында утрага. Я маме говорю, какая ты слабая, говорю. А если бы ты слышала, говорю, мама, сколько я говна в день слышу, сколько я говна в день читаю от людей. Вот эти я сейчас, которые читаю комментарии, друзья, да, я такие комментарии и сообщения, да, в сообщениях это вообще трэш, в комментариях еще более-менее пишут. Я в день с 4 площадок могу в день прочитать около 100, 200. Представляете, в день. И прикиньте, вот каково это. И иногда это просто жесть, иногда руки падают, настроение падает. Действительно, бывает такое. И вот это через себя проводить не все могут. Не все это могут выдерживать. Вот поэтому блог вести — это нелегкий труд, между прочим. Некоторые ломаются, некоторые не выдерживают такую нагрузку. Вот. Я выдерживаю, Аллах шукр. Кадрия, здравствуйте. Вы же выиграли поездку на ослике. Почему не обращаетесь за подарком? Написали интересный и креативный комментарий. Спасибо огромное. Очень понравилось. Прикиньте, выиграли подарки и не обращаются. Что за беспредел? Что, не хотите бесплатно на ослике, что ли, прокатиться? Вот казахтарик. Повторяем, что ли, бушка булек берегалар не хотят, И следующий у нас комментарий победитель. Бигрек ямсыз инде милауша. Альберта постоянно ақырып тұра. Нешік ол туйда ана. Кутіне тиберге. Страшный шортның. Хотят меня кутка тиберге. Представляете? Это ладно, друзья, кутка тиберге. Иногда меня, знаете, что пишут? Камнями ее закидать. Хуерга ошу хайванды. Вот такие даже вещи мне пишут. Так что кутка тиберу, это, знаете, как комплимент даже можно подумать. Бармағыңдағы үйдікілеріңне сал. Аларның астында көпме микроб. Шақшы була. Деген. Халмығыз апай, Нұр Рахматтерге интересный комментарий алған үшін. Помните, мен айткенім, что подписчиктарға за самый лучший интересный комментарий поездку на ослике. Когда еще у вас такая возможность будет прокатиться на ослике? Ну вот, апай, короче, мен үфілі көтіп қалам, если екінші районда яшағыр, үйдімді қондырам, қонақ айтам, беш бармаға шатам, и бушқа осликта үйретам. Көтем хізді. Заодно кутка тибергет. Заодно кутка тибергет. Көтем, ладно? Ядығыз. Уф, Аллахаем. Продолжение следует. Ждем от наших победителей, кто выиграл поездку на ослике, бесплатно, ответа. Пока что нет. Короче, мы проголодались, а магазин уже сейчас закроется, поэтому мы пойдем в столовую доедать остатки риса. Вот я купила попить.
Вот такая штука. Это как смузи, стоит 8 юаней. Ну, это где-то 90 с чем-то рублей. 92 рубля, по-моему. Вот. Такие дела. Трубочка. Да. Короче, вот у нас рис, тут помидоры, яйца. Можно отдельно положить, курица и арбуз. Все, больше ничего нормального нет. Это все. Но это только на ужин. На обед и завтрак вообще ничего нет. Вот Кытай тип халин бутейн Азалия. Видишь, они каждый день күні-түні рис ашайдар да рис ашайдар. Кроме риса у них ничего нету. Вот поедешь учиться Кытайга, будешь каждый день кушать рис. Прикинь, ты, наверное, уже рис возненавидела и, наверное, поняла, что лучше дома. Вот үйде Башкортостанда укыргайнхан или Ресейде укыргайнхан, Москвада Макайдаманда укыхан. И нормальной пищи бы кушала. Вот, допустим, такую, как у нас. Вот смотри, что мама твоя приготовила. Вот смотри, тебе видно, да? Вот. Это что такое? Это манты. Посмотри, какие манты. Ой, боже, а запах-то какой обалденный. Одурманивающий вкусный запах мантышек.